Здравствуйте, дорогие друзья! В последнее время внимание всех неравнодушных людей приковано к событиям паводка и спасению погибающих животных в местах затоплений. О якутских бездомышах, к сожалению, многие забыли. А мы продолжаем спасать. Мы точно так же спасаем хвостиков от гибели. Знакомьтесь, это наш новый подопечный, самоед Снежок. Он сам пришел на передержку, сам зашел во двор и всем своим видом показал, что он будет здесь жить. Конечно же, Надежда не стала выгонять его на улицу, понимая, что там небезопасно. Его могут убить, могут отравить или вызвать отлов и отправить в ППЖ. Она несколько дней пыталась найти его хозяев, но безуспешно. Вот такой мальчик забежал во двор, не уходит. Красивый такой, нарядный. Искала объявление, никто его не ищет. Ой, какой красивый. Добрый. Совсем не конфликтный мальчик. Это молоденький мальчик, от силы годик с небольшим ему. Судя по поведению и отношению к людям, он явно бывший домашний. Он знает команды, он знает выгул, что такое ошейник и поводок. Знакомьтесь, это наша Умка. Она прибилась в ангар, на склад, где ее накормили и пытались найти старых хозяев. Конечно же, на ночь на предприятии ее никто оставить не мог. Поэтому нам нужно было срочно что-то делать и куда-то ее забирать. Девочка, самоедочка, ни разу не рожавшая. По зубам ей года 3, наверное. Один клык у нее справа сломанный. Вот она прибилась в организацию. Почему в Якутске хозяева не ищут своих питомцев, мы понять до сих пор не можем. Как возможно так просто отказаться от собаки и оставить ее где-то на произвол судьбы, даже если она сама сбежала, нам никогда не понять, что ее ждало. Конечно же, отлов и ППЖ. В лучшем случае недолгое существование там, а в худшем мучительная смерть от дротика с ядом на улице. И теперь Умка стала нашей. И раз она никому не нужна в Якутске, значит, девочка полетит в Москву искать лучший дом. Сейчас поедем, моё хорошее. Да, тебя обижали. Ой, красавица. Тебя помыть, причесать. Ай, красота. А Кита пробежала, да, где-то у тебя в родове. А еще у нас появилось рыжее солнышко. Эту малышку мы назвали Лисена, очень молоденькая и небольшая девочка. Но, к сожалению, ей пришлось просидеть 10 дней в ППЖ, как положено сейчас по новому регламенту. Увидев ее в отлове, мы приняли сразу же решение забирать ее. Девочка очень спокойная, не агрессивная абсолютно, прекрасно со всеми ладит, очень ориентирована на человека. Скорее всего, она когда-то была домашней. Мы будем стараться максимально быстро отправить ее в Москву и начинать искать ей дом. Очень хочется, чтобы побыстрее она вновь стала счастливым ребенком. Чтобы проделать весь этот путь, нам очень нужна ваша поддержка. Посмотрите на нашу красавицу Лисену. Она заслуживает того, чтобы быть домашней и счастливой. Ты молодец, ты все делаешь на улице. Ты просто супер. Скажи, я тоже молодец. Да? Я не все, но делаю. Да? Венера, иди сюда, где нос? Ой, какая красота. Ой, какие вы все красота. Да, Барни? Сейчас будешь кушать. Да. Друзья, малышам Барни и Венере, от которых отказались хозяева и принесли и сдали их в ППЖ, очень нужна ваша помощь. Еще на передержке в Якутске они заболели вольерным кашлем. Конечно, в ППЖ очень много инфекций, и они успели ее подхватить. Но благодаря передержке они в Москву прилетели уже почти долеченными. У Барни остаточный кашель еще присутствует. По прилету мы сходили в клинику
и сдали все необходимые анализы для того, чтобы понимать, что дальше делать с вакцинацией и кастрацией и стерилизацией. Нам врач рекомендовал сделать эхо сердца, а Барни еще сделать рентген дополнительно, чтобы исключить какие-то более серьезные диагнозы. Конечно же, все эти манипуляции – это серьезная финансовая нагрузка на нас. Проведя анализы эхо сердца и рентген, уже сумма перевалила за 15 тысяч. А впереди у нас еще кастрация и стерилизация. И нам очень нужна ваша помощь. Дорогие друзья, у нас в группе много хвостиков, которые ищут свой дом, которые до сих пор находятся на передержках. И мы решили попробовать открыть рубрику под названием «Пора домой». Будем очень рады, если и вы будете участвовать и непосредственно нам помогать в пристройстве наших хвостиков. А может быть, даже кто-то благодаря этой рубрике найдет себе своего друга. Сегодня мы представляем нашу красавицу Асоку-сан. К сожалению, порода не спасает от предательства и не гарантия счастливой жизни. Нашу девочку мы вытащили из ППЖ в морозы -40. Она сидела на небольшой цепи под открытым небом, у нее даже не было будки. Судя по внешности, кто-то из родителей Асоки были акитами. Но кроме внешности, она мало похожа на своих породистых родственников. Она очень человекоориентирована и жизнерадостна. Наша девочка сейчас находится на передержке в Московской области. И она полностью готова переехать домой. Она стерилизована, она прекрасно ходит на поводке. Конечно, сейчас наша самая главная задача – это найти ей дом. И мы будем очень рады, если кто-то откликнется на нашу красавицу Асоку-сан.